Послереволюционный период становления и развития бурятской культуры было обусловлено концепцией культурной политики советского государства. Повсеместная ликвидация неграмотности, создание систем народного образования и здравоохранения, формирование профессиональной художественной культуры в регионах и особенно в национальных республиках стали не вызывающими сомнений достижениями культурного строительства советского государства. На момент создания Центрального дома искусств в 1929 году в республике действовало уже более 100 коллективов художественной самодеятельности и сотни любителей-одиночек. Все они нуждались в постоянной методической и организационной помощи, репертуарной литературе, особенно национальной. Первой и важнейшей задачей Дома искусств стала организация массовой национально-художественной работы и подготовки кадров для этой работы в молодой Бурят-Монгольской республике. С 1931 года Бурят-Монгольский республиканский дом народного творчества стал правопреемником Центрального дома искусств. Правительство Бурятии позаботилось о Доме народного творчества, и в 1940 году РДНТ имел просторное здание со зрительным залом, сценой, с методическими кабинетами, библиотекой и костюмерной. В трудные военные годы многие активные деятели культуры ушли на фронт. Тем не менее, художественная самодеятельность не замерла, продолжая участвовать в культурно-просветительской и военно-патриотической работе. Особое развитие получило агитбригадное движение, художественное обслуживание трудовых бригад, госпиталей. В этой работе участвовал Дом народного творчества. В 50-е годы в целях дальнейшего развития идейно-художественного уровня самодеятельного искусства Совет министров Бурят-Монгольской ССР вынес постановление о проведении республиканского смотра исполнителей бурят-монгольских народных песен, танцев, улигершинов и чтецов, исполнителей на бурят-монгольских национальных музыкальных инструментах. РНМЦ же стал важным организационным и методическим звеном в руководстве самой массовой отрасли культуры республики – культ просвет работой и народным творчеством. В 70-80-е годы прошлого века проводимые РНМЦ республиканские, всероссийские, всесоюзные конкурсы, смотры, фестивали проводились с неизменным успехом. Выступления самодеятельных коллективов из Бурятии производили фурор в национальных, всероссийских и всесоюзных смотрах. РНМЦ выступил инициатором создания районных организационно-методических центров. Этому новаторскому шагу вскоре последовали во всем СССР. В 90-е, в начале 2000-х годов Республиканский центр народного творчества, несмотря на трудные годы, работал также интенсивно и плодотворно, благодаря чему клубная работа на селе и народное творчество продолжали жить и развиваться. В свое время, в 90-е годы, наша республика занимала одно из лидирующих мест в России по проценту обеспеченности специалистами. У нас было их тогда около 70%. В 1991 году Республиканский центр народного творчества возглавила Надежда Галцановна Донсаронова. В эти годы работала Республиканская, а затем региональная Байкальская школа менеджеров культуры. Работали ведущие педагоги институтов культуры Москвы и Питера. Возросший интерес к национальной культуре, традициям и обычаям народов Бурятии способствовал появлению конкурсов Батыр-Тангина, песенных конкурсов улигершинов, «Лучшая песня года», «Алтан-Гургалдай», детской эстрадной песни «Наране Туя», фестивалей народной культуры «Играй гармонь, звени частушка», «Казачий круг». Наш коллектив созидал свой авторитет. И, на мой взгляд, нам это удалось. Мы были инициаторами создания празднования Сагалгана. По инициативе Надежды Галцановны, поддержанной группой известных ученых и творческой интеллигенции, Верховный Совет Республики принял решение о государственном статусе народного праздника Сагалган. Наш авторитет продолжает набирать обороты. И сегодня многое, что делается, это на базе нашего опыта, нашего коллектива. Одним из актуальных направлений по развитию традиционных форм народного творчества является проведение конкурсов и фестивалей, концертов, выставок и других форм культурной деятельности, поддержка развития различных жанров народно-художественного творчества. Это ставшие традиционными, завоевавшие любовь и признание у жителей республики, фестивали-конкурсы для детей и взрослых, праздники традиционной культуры коренных народов. Фестивали конкурса народных театров и драматических коллективов. Конкурсы хореографических коллективов. Конкурсы исполнителей на бурятских народных инструментах «Хурай-Надан». Конкурсы исполнителей народной и эстрадной песни. Выставки декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов и многое другое. Благодаря деятельности РЦНТ в нашей многонациональной республике
сохраняются богатства национальных культур, не угасает традиция проведения масштабных фестивалей, смотров и праздников, решающих задачи не только массового культурного обслуживания, но и укрепления межнациональной толерантности, межэтнических и межконфессиональных связей. Еще одно ключевое направление деятельности Центра – курирование работы учреждений культурно-досугового типа муниципальных образований Республики Бурятия, повышение квалификации специалистов, занятых в народном творчестве и культурно-досуговой сфере. В коллективе РЦНТ трудятся 49 сотрудников, которые обладают необходимым багажом знаний в области художественной культуры, теории и практики досуга. Имеют практические навыки и опыт в проведении фестивальных и конкурсных творческих акций, учебно-методических мероприятий, аналитических исследований по изучению культурно-художественных предпочтений и потребностей населения, внедрение в практику новых методов культурно-досуговой деятельности. Еще одним очень важным достоинством нашего коллектива является дружба внутри, солидарность. У нас народ работают вообще большие оптимисты, большие энтузиасты, которые, не щадя свое личное время, работают во благо развития культуры.